Депортацию финнов советские власти начали проводить еще в середине 30-х годов, сочтя народ политически неблагонадежным. Первая массовая этническая депортация была проведена по постановлению Бюро Ленинградского обкома ВКПБ от 4 марта 1935 года. Всего до конца марта 1942 года было депортировано 58 210 человек в Коми СССР, Казахстан, Архангельскую, Новосибирскую и другие области. Все они прикреплены к спецкомендатурам НКВД, то есть фактически находились на положении ссыльных. 20 марта 1942 года было принято повторное постановление Военного совета Ленинградского фронта о депортации оставшихся внутри блокадного кольца финноязычного населения. Эта депортация известна как депортация блокадников. Переживших ужасные голодные месяцы блокады финнов с семьями из 7 районов Ленинградской области срочно грузили на автомашины. Полуживых от голода вместе с их детьми вывозили по знаменитой дороге жизни через Ладожское озеро. Затем грузили в товарные эшелоны и под охраной месяц везли в Сибирь и Казахстан. По данным НКВД, только в 1942 году было депортировано около 28 тысяч финнов и членов их семей. То, что случилось с сенгерманландскими финнами, можно определенно квалифицировать как геноцид. Мои деды и отец карелы, насильно выселенные в 1940 году из Калининской области Новокарельского района и депортированы в Алтайский край, затем Казахстан. Всем было нелегко в те годы, но я ничего не слышал плохого от предков о людях, принявших нас, разделивших с нами свой хлеб, живущих рядом с нашей семьей. Мы жили одной многонациональной семьей в уважении друг к другу. И я уверен, это не только страх запретов, но и в большей мере искренние чувства, так как ребенок, как правило, остро чувствует фальшь, ложь, страх во взаимоотношениях и в отношениях к себе. В детских играх мы не делились на нации, а, как правило, кто выиграл – молодец, проиграл – сменились и так далее. С высоты прожитых лет убежден, что лучшей нацией является хороший человек. День благодарности – это один из самых главных, добрых, светлых праздников, близкий и понятный каждому гражданину нашей страны. Это праздник дружбы, понимания и согласия, который так необходим для будущего процветания Казахстана. Вы felicit cu ziua mulțumirii, vă doresc pace, sănătate, fericire și mulți prieteni! Депортированные народы обрели в Казахстане вторую родину для себя и своих потомков. Они не только выжили, но сохранились как этносы, заняли достойное место в сообществе многонационального Казахстана.
Қазіргі Қазақстан көптеген түрлі этностарды өз қанатының астына алып, туған бауырдай біріктірген ұлы дала елі. Алғыс айту күні бұл ең алдымен еліміздегі барлық қазақстандарға деген құрмет, ортақ тарихқа деген тағзым күні. Елдігіміз бен ынтымағымыз, татулығымыз бен достығымыз нығая берсін. Ел іргесі аман, жұрт іші тыныш болсын ағайын. Әлем сүйген салтымыз бар, бейбітшілік ел ұраны. Өмір сүйген халқымыз бар, бейбіт елдің біз ұланы. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқандар кел достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқандар кел достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқандар кел достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Шырқандар кел достар әр елде, бейбіт күн жасасын әлемде. Жить в дружбе и согласии – это великое счастье. Мы благодарим нашу страну и наш народ за спокойную жизнь, за жизнь без войны и слез. Пусть никогда в нашей стране не будет межнациональных расприй, а будет царить мир и согласие. Мерекелеріңізбен, қымбатты достар, сіздерге мықты денсаулық, халқымыздың бейбітшілігі мен тыныштығын тілейміз. Жас тәуелсіз және егеменді еліміз өсіп, өркендей берсін.